Синусоида на входе, синусоида на выходе. Красота. Но постой, что это? Чистый сигнал поплыл, пошли искажения. Ну вот, что опять случилось? На самом деле ничего необычного. Просто биполярный транзистор — это чувствительный прибор. Следите за цифрами. Стоит температуре кристалла подняться всего на 10 градусов, и обратный ток коллектора тут же удваивается. В простейших схемах это прямой путь к тепловому разгону, а в финале — физический пробой и смерть компонента. Как решить это без усложнения схемы? Можно. Используем коллекторную стабилизацию рабочей точки. Секрет всего в одном переключении. Мы подключаем базовый резистор не к источнику питания, а напрямую к коллектору. И все. А теперь не отвлекайтесь, следите за логикой. Если ток коллектора растет, напряжение на нем неизбежно падает. А так как база теперь питается от коллектора, ток базы тоже снижается. Транзистор сам себя прикрывает, возвращая систему в равновесие. Перед вами классическая отрицательная обратная связь по напряжению. Плюсы очевидны. Схема лаконична, в ней всего два резистора, и она отлично страхует от теплового разгона. Но есть ли недостатки? Конечно. За стабильность мы платим усилением. Часть полезного сигнала уходит обратно, в базу, в противофазе. К тому же проявляется коварный эффект Миллера, который ощутимо снижает входное сопротивление каскада. Подведем итог. Коллекторная стабилизация — это хороший выбор для простых узлов, где важна надежность и защита от насыщения. Но если вам нужна прецизионная точность, лучше присмотритесь к эмиттерной стабилизации. Пишите в комментариях, какой метод смещения ваш любимый, и подписывайтесь. Здесь говорят об электронике на языке инженеров.